Социальные вопросы будут в центре внимания на предстоящей сессии Госсовета Коми. Поправки ожидаются в законы о региональном материнском капитале и о поддержке и уходе за пожилыми людьми. Впервые народные избранники рассмотрят проект о благотворительности. Об этом сегодня на встрече с парламентскими журналистами заявил спикер Госсовета Игорь Ковзель. Татьяна Супряткина о самых важных моментах. Предстоящая сессия вновь социально ориентированная, отмечает Игорь Ковзель. Депутаты несут поправки в закон о порядке выплат регионального материнского капитала. Родителям, восстановленным в своих правах, отныне предлагается вернуть выплаты. Несколько изменится и система ухода за пожилыми гражданами. До этого момента возраст гражданина, который мог участвовать в помощи, был ограничен 65 годами. Сейчас мы предлагаем это сделать до 70 лет, этот возраст увеличить. Вполне дееспособные, трудоспособные граждане у нас могут быть до 70-летнего возраста, которые будут осуществлять уход и помощь своим близким, родственникам, ну или, может быть, соседям там, или знакомым. Народные избранники впервые рассмотрят закон о благотворительности. Его по поручению Вячеслава Гайзера разработал Минэкономразвития региона. Подобного документа, который бы регулировал финансовую поддержку различных организаций, в республике еще не было. Однако, по мнению спикера, документ явно сырой. Его требуется доработать. К примеру, депутаты предлагают четко обозначить приоритетные направления, где финансовая помощь требуется больше всего, но в то же время эти приоритеты ежегодно корректировать. Основное, что здесь я вижу, это то, что должен быть у нас наконец-то орган исполнительной власти, который будет координировать и отвечать полностью за работу благотворительных организаций. То есть работать с этим. Потому что сегодня такого нет, сегодня все разбросано. Кто где-то агентство по социальному развитию, свой блок ведет, там, агентство по, Министерство образования, Министерство здравоохранения. Но вот надо эту всю работу координировать, и чтобы она была в одних руках. Поэтому должен быть назначен такое ответственное лицо. Поправки внесут и в закон о выборах главы республики. Федеральный законодатель требует, чтобы кандидатам на пост руководителя региона для начала требуется заручиться поддержкой муниципальных депутатов, предоставить в избирательную комиссию подписи местных народных избранников 10% от всего количества и не голосом больше. Прежде в регионе такого порядка не было. Это значит, что если в республике 2045 местных депутатов, кандидату требуется собрать всего 200 подписей. Однако, как подчеркнул спикер, главное внимание на предстоящей сессии будет уделено докладу Вячеслава Гайзера. Временно исполняющий обязанности главы республики выступит перед депутатами с ежегодным посланием. Это уже будет 4-е по счету обращение, и, как ожидается, на этот раз главный акцент будет сделан на работу республиканской власти с муниципалитетами. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, телеканал Юрган.